Увеличить товарооборот до 50 миллионов долларов. Такую задачу ставят Коми и Беларусь уже к 2026 году. Делегация нашей республики посетила с рабочим визитом братское государство – город Гродно. В ее состав под руководством главы республики вошли члены правительства, представители муниципальной власти и бизнес-сообщества региона. После пандемии между Коми и Беларусью снова начался рост товарооборота как по импорту, так и экспорту. Его удалось увеличить практически в 2 раза. Это почти 29 миллионов долларов. И сегодня стоит еще более амбициозная планка – увеличить товарооборот почти до 50 миллионов долларов. Самое, наверное, важное, мы сегодня к взаимному удовлетворению, на мой взгляд, открыли новые страницы в нашем сотрудничестве. Ну, например, мы очень активно сегодня разрабатываем новые модели по домокомплектам в Республике Коми. И не просто разрабатываем, а уже применяем домокомплекты из собственных материалов. Это долговечные материалы, это в основном клееный брус. В производстве домов для врачей и учителей в республике в труднодоступных населенных пунктах мы сегодня практически перевели 100% производства и потребления пеллет и как биологического топлива для муниципальных и районных котельных, чем, в общем, действительно достаточно удивили наших коллег из Гродно, потому что сегодня основная проблема здесь – это как раз сбыт. Еще один из важных вопросов, которые подняли на встрече, это переход наших предприятий на лесозаготовительную технику белорусского производства. Как отметил глава республики, для Коми, в экономике которой свыше 30% доходов приходится на лесозаготовку и лесную промышленность, это крайне важно. До сих пор вся техника поставлялась из сегодня недружественных нам стран. И, повторяю, в экономике республики лес занимает более 30%. Поэтому нам очень важно, чтобы эта отрасль работала бесшовно. Обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, что тоже для нас крайне важно. Мы сегодня имеем очень большое количество пока еще не пущенных в оборот земель. В этом отношении и Республика Белоруссия, и Гродно является для нас примером, потому что здесь нет ни одного метра квадратного неиспользуемых земель по назначению, именно по сельхозназначению. Коми и Беларусь связывают прочные отношения в самых разных сферах – от экономики и промышленности до сельского хозяйства, спорта и туризма. Вот и в этот раз в Гродно выехали представители не только власти, но и промышленников региона. Они побывали в местном СПК «Гродненский», посетили свободную экономическую зону «Гродно-Инвест», а также мебельное производство. Активно сотрудничают и торгово-промышленные палаты. В самой Коми проживает много выходцев из Беларуси. Города Могилев и Сыктывкар, Гродно и Ухта побратимы. А белорусская национально-культурная автономия в Коми – одно из старейших и значимых этнокультурных объединений региона. Наша задача как органов госуправления – это обеспечить взаимное информирование нашего населения, наших бизнес-кругов о возможности друг друга. Вот посещение достаточно представительной делегации Гродненской области Коми в прошлом году, это были представители бизнеса, реального сектора экономики, увеличило экспорт в 1,5 раза. И мы видим о том, что когда мы начинаем глубже изучать друг друга, мы наблюдаем кратный рост товарооборота, кратный рост взаимных поставок. Нам есть чем поделиться, и нам есть опыт, который можно перенять. И Республика Коми в этом плане не является исключением. Это и лесопользование, лесовосстановление, это переработка, это возможности поставки нашей продукции машиностроения, это, естественно, обмен в гуманитарной сфере. В Гродно делегация из Коми также почтила память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Владимир Уйба и Владимир Караник, а также члены делегации возложили венки и цветы к вечному огню памятника советским воинам и партизанам.
Следующее заседание рабочей группы пройдет уже в Сыктывкаре. Владимир Уйба также пригласил белорусских коллег посетить международную выставку «Форум Россия», которая проходит в Москве. 19 декабря на выставке пройдет День Республики Коми. Гостей ждет богатая культурная, образовательная и деловая программа.